Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Вассаляту вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин. Набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ванфа'на бима аллямтана ва зидна илма. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня на этом уроке поговорим об извечной теме, об актуальной теме, которая постоянно она будет нам важна. И это тема адаб верующего в домах Аллаха, в мечетях. И что должен делать, чего должен избегать мусульманин, когда он будет приходить в мечеть. Изначально нужно понимать то, что мечети – это место поклонения. Мечети – это дома Всевышнего Аллаха. И поэтому каждый из людей должен относиться к этому соответственно. Он дома у себя, там, допустим, может что-то изменять, что-то привносить, командовать, там еще что-нибудь может даже поиграться допустим, со своими детьми. Он где-нибудь в месте, где ему принадлежит, или каких-то в общественных местах он может ходить, гулять и так далее. Но мечеть – это особое место. Мечеть – это особое место, это место, где поклоняются Всевышнему Аллаху, где поминают Всевышнего Аллаха, где читают Коран. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в своей жизни, с ним случился известный случай, вы об этом много раз слышали, когда зашел один бедуин в мечеть, и в то время он не знал еще о ценности, о достоинстве этой мечети, этого места, и когда посидел, послушал урок, потом встал и помочился в угол мечети. И тут сподвижники готовы были его уже ругать, кричать, вынести буквально его на руках оттуда, Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: не трогайте его. Пусть он завершит свое дело, и после этого аккуратно, мягко объяснил человеку, что является мечетью и что там положено делать. И он сказал: мечеть – это где поклоняются Аллаху, где поминают Всевышнего Аллаха, и здесь таких вещей делать нельзя. Мечеть должна быть сохранена в чистоте. И поэтому, уважаемые братья, Аллах Субханаху ва Тааля в Коране восхваляет тех верующих, которые стремятся к мечети, которые приходят в мечеть, которые посещают намазы, которые часто бывают в мечети. И даже джумга, джума намаз, который мы сейчас скоро совершим, иншаллах, одной из мудростей Всевышнего Аллаха, почему он обязал мужчин каждую неделю прийти в мечеть и послушать вагаз, и совершить коллективный намаз, а потом разойтись, чтобы хотя бы человек хотя бы раз в неделю получил заряд, послушал вагаз, получил для себя духовную пищу, и уже заряженным уже пошел, вернулся к себе домой, к своим близким, на свою работу и так далее, и применял то, что он услышал в своей жизни. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал: «Иннама я'муру масаджид Аллахи ман амана биллахи валь яумал ахир». Поистине оживляют мечети те, которые веруют в Аллаха и в судный день. И поэтому, когда тебя тянет в мечеть, когда ты хочешь прийти в мечеть, когда ты посещаешь намазы, когда ты стараешься и даже свой график выстраиваешь так, чтобы он был через мечеть, или уезжаешь в сафар, ты специально уже заранее продумываешь, где тебе остановиться, где тебе взять тахарат, где совершить намазы в пути, это на самом деле очень благой признак. Очень благой признак. И также в одном из хадисов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал то, что тот человек, чье сердце будет подвешено, вакальбуху муаллакун биль масаджид, то есть чье сердце подвешено к мечетям. Он любит мечети. У него есть стремление к мечети. И как говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что в судный день он будет находиться под тенью, которую создал Всевышний Аллах. И поэтому, уважаемые братья, мечети – это особые места. И поэтому мы, мусульмане, должны сохранять определенные адабы, не повседневной нашей жизни, не постоянная рутина, а определенные адабы в этом доме Всевышнего Аллаха.
И ученые сказали, первый адаб, верующий должен заходить в мечеть чистым, обязательно очищенным от большого осквернения, то есть, если он потерял гусль, да, то он должен полностью взять гусль, и только лишь потом ему дозволено входить, сидеть, находиться в мечети. Что касается тахарата, то, конечно же, тоже желательно, чтобы он пришел уже в мечеть с тахаратом, но, как говорится, это проблема небольшая. Если вдруг он нуждается в том, чтобы тахарат обновить или взять заново, ничего страшного, даже находясь в мечети, если будет умывальня, тахарат хана, он это делает и берет тахарат. Но самое главное, чтобы он находился с гуслем, чтобы у него гусль не был испорчен. Второе, ученые сказали, когда верующий приходит в мечеть, должен стараться одеваться в чистую и опрятную одежду. Я не говорю новую, потому что каждый раз новую одежду одевать не у всех получается, да у большинства, наверное, так не получается, да? Но это должна быть чистой и опрятной одеждой, в которой не стыдно появиться перед другими людьми. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Я бани Адама, хузу зинатакум инда кулли масджид». О сыновья Адама, о дети Адама, одевайте ваши украшения перед каждой мечетью. Перед каждой мечетью. И как говорят ученые тафсира, здесь под словом масджид подразумевается два смысла. Место, куда он делает саджда, человек, то есть каждый намаз. Мы же в намазе делаем саджда. А также мечеть. И поэтому, вот представьте, да, вот просто вот наши отношения человеческие, да, вот между собой. Когда куда-то нас пригласят, особенно к руководству, к начальству там и так далее, мы всегда стараемся произвести хорошее впечатление. Одеваемся красиво, там подбираем одежду, костюм там и так далее. Или же на никах какой-нибудь там, или на маджлис, да. То есть мы в каких-то ежедневных обычных там футболках, которые мы там носим годами там дома, там, да, там трико, которые там уже, может быть, даже от дедушки остались, да. Нет, мы подбираем хорошую, чистую, опрятную одежду. А когда мы говорим про дом Всевышнего Аллаха, когда мы говорим про намаз, да, почему-то некоторые проявляют небрежность. И поэтому, уважаемые братья, нужно стремиться одевать чистую и опрятную одежду, чистую от наджиса, это является условием намаза, да, а также чистую именно как гигиена, да, чтобы без запаха было, да, чтобы там, допустим, там не испачканное, там и так далее. Иногда бывает так, что человек, допустим, на работе или еще где-нибудь, может испачкаться, но во что-то чистое, что не является наджисом. Допустим, там солидол какой-нибудь там, да. Однако, если он придет в этой одежде в мечеть, он может запачкать и саму мечеть. А сохранять чистоту мечети – это наша с вами обязанность. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и у нас будет такой пункт, да, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, однажды утром не увидел в мечети женщину, которая раньше убиралась. И он спросил: а где та женщина, которая убирается? И ему сказали: о посланник Аллаха, она умерла. И мы не стали тебя будить, тебя беспокоить, мы, говорит, похоронили ее, прочитали. И посланник Аллаха сказал: где ее могила, покажите мне. И пошел, сделал дуа. И поэтому, уважаемые братья, это говорит о том, что посланник Аллаха заботился даже своими мольбами, своим джаназа-намазом за тех людей, которые содержали мечеть в чистоте и в порядке. И поэтому мы, следуя этому примеру, даже если ты с пылесосом не ходишь, но хотя бы вот тот как бы отрезок, где ты сидишь, хотя бы чтобы он чистый был, или хотя бы как минимум, самый-самый минимум, чтобы ты сам не запачкал эту мечеть. И поэтому, уважаемые братья, чистая и опрятная одежда перед каждым посещением мечети – это тоже один из адабов верующего в мечети. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов сказал: тот, кто кушает лук или чеснок, пусть удаляется от наших мечетей. У этого хадиса много вариантов, много риваятов. И в одном из риваятов говорится: поистине ангелам неприятно то, что неприятно и людям. И поэтому, если от тебя идет зловоние, если от тебя идет запах, а запах сырого лука или чеснока, он неприятен, да? И поэтому нужно, чтобы ты, когда пришел в мечеть, от тебя не источало зловоние, чтобы от тебя был приятный запах. И изо рта, и из твоей одежды. И более того, посланник Аллаха даже, как сказать,
предостерегает и говорит: «Фалья'тазиль масджидана вальякуда фил бейти». Кто, говорит, поел, говорит, лук или чеснок, пусть, говорит, удалится от нашей мечети. И в другом хадисе говорит, пусть даже не приближается даже на там, какое-то там это, да, расстояние к мечети. Пусть, говорит, дома сидит. И поэтому, уважаемые братья, это еще одно подтверждение того, что религия ислам, она заботится не только о том, чтобы сердце твое было чистым, да? Не только о том, чтобы куңлин чиста болсын, юрегин чиста болсын, да? Нет. Религия ислам заботится, чтобы ты еще и снаружи, и весь твой облик тоже был чистым. Тоже был чистым. И это особенно актуально именно в летнее время, да? Иногда бывает, человек просто может не задуматься, и в одной и той одежде несколько дней ходит, и настолько его одежда пропитывается запахом пота, то, наверное, даже можно поставить знак равенства. Запах лука и чеснока, и вот этот запах пота, они одинаково, прямо, как сказать, могут сразить человека. И поэтому нужно обращать внимание на личную гигиену, чтобы от тебя не исходил запах. И это работает и в другую сторону. Альхамдулилля, некоторые братья любят использовать миски, любят использовать благовония и так далее. И кто-то в своей этой любви, он это делает не на 100%, а на 300%. Или даже на 400%. И, альхамдулилля, ему, может быть, понравится запах какого-нибудь миска. Но эти запахи миски иногда бывают такие термоядерные, да? Вот он зашел в мечеть, и вся мечеть сразу, ага, этот прыснул там себе, там или помазался, дуауль джанна. Раньше вот такой вот миск был, да, если кто знает, если кто помнит. Ага, этот такой-то миск там побрызгал, да? И хорошо, если этот миск приятно пахнет, но ведь он может пахнуть так, что остальным никому не нравится, только лишь ему. И поэтому, как говорится, не нужно и не доделывать, и не нужно и переделывать. Нужно сохранять серединность, умеренность во всех делах. И поэтому вот этот вот запах, который исходит из человека, должен быть ненавязчивым, приятным, и чтобы не был таким, чтобы, как сказать, у всех закружилась после этого голова. Также, уважаемые братья, в мечети желательно использовать сивак. Корень дерева арак, который растет в Аравии, в пустыне, да? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, то, что это, говорит, является чистотой для полости рта, а также является довольством Всевышнего Аллаха. И посланник Аллаха говорил, если бы я не боялся за свою умму, что это принесет ей тяжесть, я непременно приказал бы ей, общине Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы они использовали сивак перед каждым намазом. И поэтому некоторые ученые сказали, что сивак очищает полость рта. Специфический запах, который приятный, нормальный, да, и богат на фтор, альхамдулилля. И если даже у тебя, говорит, нету сивака, старайся использовать другие средства, которые тоже выполняют функцию сивака. И если я сейчас не ошибаюсь, да, даже имам Навави говорил, то, что это, говорит, ставит их на одно положение, знак равенства, да, сивак и иные средства очищение полости рта, зубная паста, зубная щетка там и так далее, да? И поэтому это тоже нужно сохранять. Также, и на этом остановимся, последнее время, у нас время заканчивается, да? Последний пункт, последний момент. Верующий, когда приходит в мечеть, должен понимать, что самое главное право в этой мечети у кого? У хазрата? А? Или там у муаззина? Самое главное право – это у молящегося, у того, кто пришел совершить намаз в мечети. И поэтому никому из людей нельзя мешать тому, кто совершает намаз, вне урока, конечно же, да, я сейчас просто вижу, братья намаз совершают, извините, у нас урок, сейчас время урока, но когда приходим в мечеть, чтением Корана, детьми, с которыми ты пришел, со своими разговорами, с телефоном и так далее, нельзя мешать верующему совершать намаз. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, это порицал и запрещал мешать даже чтением Корана. Вы представляете, как может Коран помешать кому-либо? Может помешать тому, кто совершает намаз в это время. И поэтому это особенно касается разговоров по телефону, разговоров между собой. Если нужно что-то говорить, нужно говорить так, чтобы слышал об этом только лишь ты и твой собеседник, а также касается детей. Детей от мечети выгонять нельзя, это неправильно.
Потому что если дети с малых лет не будут привыкать к мечети, потом, когда они станут там 15-летними такими здоровыми мужичками, да, их уже сложно будет привести в мечеть, если у них не привита любовь к мечети. И точно так же приводить всех своих детей в мечеть и оставлять их, чтобы они здесь забавлялись, игрались, как в садике, это тоже большая ошибка. Не нужно так поступать. Мечеть – это не твой дом, это не твой загон, куда ты загнал как бы своих близких, да, и там это, что хотите там, да, и мечеть потом трясется, там, не знаю, там, как бы не упала мечеть, да. Нельзя так поступать. И нельзя и не доделывать, и выгонять детей. Дети были. Внуки пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были в мечети. И приходили в мечеть, и находились. Но родители должны за ними смотреть. Родители должны их держать, чтобы они не бесились, не игрались, не озоровали, и тем более не мешали другим верующим. И поэтому, альхамдулилля, религия ислама, она серединная религия. «Кадалика джа'альнакум уммата васата», как сказал Аллах. Таким образом мы сделали вас общиной середины, и поэтому и в этих моментах нужно держаться середины. И не доделывать, как там, допустим, там запрещать вообще детям ходить в мечеть, да, и не переделывать, оставлять их здесь одинешенек, чтобы они там мечеть разобрали по кирпичам. Этого тоже делать нельзя. Привел с собой, альхамдулилля, держи рядом с собой, контролируй, объясняй, говори, да. Пусть любовь к мечети прививается, и пусть понимает, что мечеть – это дом Всевышнего Аллаха, где нужно совершать поклонение Всевышнему Аллаху. На этом остановимся. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.